В зале славы в администрации главы республики сегодня чествовали людей самых разных профессий. Здесь прошла торжественная церемония вручения госнаград Российской Федерации и Ингушетии. Кто был удостоен почести из рук главы региона, расскажет Ферида Мержоева. Их заслуги – гордость страны. В большом мраморном зале славы в администрации главы люди самых разных профессий и сфер деятельности. Педагоги, военные, спортсмены, врачи, работники почтовой связи, политические деятели. Те, кто своим повседневным трудом, энергией и трудолюбием носит славу родной республики. В приветственной речи глава региона Юнусбек Евкуров отметил, за уходящий год в республике произошло немало положительных перемен. Построено и введено в строй ряд социально значимых объектов. Удалось снизить уровень безработицы. Практически полностью решены проблемы переселения людей из ветхого и аварийного жилья. В полном объеме исполнены социальные обязательства перед населением. Несмотря на кризисные явления и объективные трудности, валовый региональный продукт вырос по предварительной оценке на более чем на 11%. Индекс промышленного производства составил 103%, объем сельхозпроизводства вырос на 12%. Собственные доходы бюджета выросли на 14%. И дотационность бюджета республики снижена на 2,5 пункта. Как результат позитивных сдвигов можно рассматривать снижение смертности, высокую рождаемость и хороший прогноз по ожидаемой продолжительности жизни. Все эти успехи, положительные изменения, которые происходят во всех сферах жизнедеятельности республики, стали во многом благодаря тому, что вы и ваши коллеги день и ночь трудитесь на благо нашей республики. Наши заслуги – это бесспорные достижения, это в том числе ваша заслуга, ваша работа. Это работа всей команды. Поздравления, аплодисменты, цветы и заслуженная награда за вклад в развитие Родины. Вся церемония как доказательство. Главное богатство республики – это люди. За активную миротворческую деятельность члену Совета ТЭПов Ахмеду Арцамакову руководитель региона вручает диплом «Миротворец года». Диплом вручается впервые. ويمخ سيدش ويل داش داش ويل عاش بيز مدلش وهاش أطر سيز داغ ديزروي وين ديزر إصدر تهم. А вот Айшат Аздоева уже на протяжении 30 лет всецело отдает себя швейному делу. Но в списке ее заслуг не только изготовление одежды. Это искусство Айшат передавала и своим ученицам. А недавно возглавила новую швейную фабрику «Золотое руно». О таких почестях из рук главы региона Айшат и не мечтала, говорит. Самая высокая награда для нее – благополучие родной республики. Я родилась и выросла в Казахстане, в городе Джамбул. И всегда мечтала жить здесь, на Кавказе. Но приехав сюда с 1981 года, я думала, когда же этот город, когда же эта республика будет похожей хотя бы немножечко на мой город Джамбул. Чтобы там были так же, как и там, цеха, фабрики, заводы. Когда же все это будет, новые школы. На сегодняшний день наша республика превзошла и Джамбул, и Алмату, и все города Казахстана, наверное, скоро превзойдет. Не забыли и о заслугах главы Назрановской администрации. Алихану Тумгоеву вручили грамоту главы Ингушетии. Это дорого стоит. Это еще больше накладывает на нас отпечаток для того, чтобы мы еще больше отдачи работали на благо нашего города Назрань, на благо нашей республики. Некоторые выступающие говорят, что мы вас не подведем. Мы себя подводим, а не вас. Вас подвести невозможно. Среди награждаемых и трактористы, чей труд, возможно, не так заметен, но важен, и учителя, дарящие будущему поколению знания. Почетной грамотой Республики Ингушетия наградили и заместителя директора Махачкалинского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Российской Федерации Али Алиева. Для меня большая честь и почетно находиться сегодня здесь, в братской республике, и получить эту большую награду. И еще, от всего дагестанского народа и лично от себя, поздравляю всех с наступающим Новым годом, желаю крепкого здоровья, процветания и мира. Спасибо. Государственной награды удостоили и двух жителей села Барсуки – Магомеда Цортова и Адама Истоева за мужество, проявленное при задержании преступника. Проходил через село, увидел это скопление людей,
Вот, там плакали женщины, пожилые женщины были. Забрали пенсию, что надо догнать их. Так догнали и все. Догнали, забрали деньги, обратно вернули почту. Тогда я вообще о награде, о последствиях мало думал. Выступая у трибуны, награждаемые говорят не о себе, а о коллегах, бок о бок с которыми одолевают сложности профессии. Большинство достижений были бы невозможны без команды, которая стоит за сильным руководителем или творческой личностью. А такая высокая награда в первую очередь прибавляет чувство ответственности. Работала я с такими учителями, наставниками, которые меня подталкивали, поддерживали во всем. Конечно, мне было бы стыдно, если бы я не оправдала бы их доверие. Буду стараться на благо республики, на благо народа и стремлюсь к еще большей награде. Это заслуженный работник почтовой связи. Государственных наград из рук главы региона удостоились свыше 100 человек. Завершая встречу, Юнусбек Евкуров отметил, благодаря усилиям этих людей республика уверенно шагает в будущее. Но останавливаться на достигнутом, конечно, не стоит. Я еще раз хочу вам всем выразить благодарность в вашем лице, всем жителям республики, которые трудятся, заботятся, работают, живут, думая о республике, думая о государственности, думая о том, как сделать лучше у себя в семье, у себя во дворе, у себя на улице, у себя в квартире. И дальше распространять это все хорошее во всей территории республики. Мира, добра и процветания нашей республики, нашей великой стране в наступающем году. И чтобы никто не болел, все были здоровы. После торжественной церемонии награждения по традиции фото на память о Юнусбек Евкуров добавил, каждый житель Ингушетии должен стремиться, чтобы его имя было увековечено здесь, в этом зале, а значит и в истории республики. Фериде Миржова, Рахман Суров, Новости 24.